Испытание номер 3. Гагаузские 12-классники сдали один из самых сложных экзаменов – иностранный язык. Как известно, сдача экзамена всегда сопровождается стрессом и сильными эмоциями. На лицах учеников, выходивших из центров сдачи бакалавра, были и улыбка, и грусть. Тем не менее, для многих задания были несложными. То, что мы проходили по школьной программе, но не зная английский язык, конечно же, сложно. Самое сложное, вот для меня это был самый сложный экзамен, который я очень боюсь, что, я английский не знаю, и для меня это очень важно, чтобы я сдала. В средней сложности, в принципе, мы весь год тренировались, много решали, и, в принципе, мы знаем структуру, и от этого легче становится решать. И решали и более сложные тесты, и более простые. Я скажу мое мнение в средней сложности. Думаю, провалов не будет, и чтобы прям завалить, надо быть очень глупеньким ребенком. Для меня сложнее был румынский и русский. Но английский я не считаю, что для меня сложно. Поступаю в Кишинев на технические информационные технологии. 100% сдали. Экзамен был, нет, не сложный. Мы сдавали турецкий язык, поэтому мы сами гагаузский, язык знаем, поэтому мы были уверены, что все будет хорошо с самого начала, когда выбирали этот предмет. Но не все 12-классники испытали в этот день стресс от тестирования. Обладателям сертификатов международного образца на знание иностранных языков удалось избежать сдачи экзаменов по бакалавриату. В этом году у нас достаточно солидная команда. Всего у нас 25 выпускников, 24 из которых являются студентами именно теоретических лицеев. Эти ребята полностью освобождаются от труда дня, как говорится. Они даже не явились на экзамены, они знают, что они в этот день отдыхают. Автоматически в информационную базу СПД им выставляется оценка 10, и эта же оценка будет отражена в их сертификате, в их дипломе на степень бакалавра, который они получат по истечении всех экзаменов. Впереди у лицеистов еще 2 экзамена, а это значит, что они все ближе к важному этапу своей жизни. Большинство из них уже построили четкие планы. Радует, что развитие родного города и страны занимает в мыслях молодежи важное место. Хочу в Турцию поступить, так как учусь в турецком лицее, и нам учителя, дирекция с турецкой стороны помогает поступать в Турцию, в Австрию или в Швейцарию. И Кишинев – это самый крайний случай. Я хочу получить очень хорошее образование за границей, потом вернуться в Молдову и развивать больше страну, потому что я не думаю, что в нашей стране очень слабенькое образование, а хочется отучиться хорошо и вернуться и уже развивать. Я определилась, буду поступать в Кишинев на экономический факультет. Можно здесь всего добиться и никуда не уезжать. Не знаю, я считаю, что молодежь должна оставаться у нас в городе и развивать наш город, а не чужую страну. В Молдове остаться. Хочется развивать страну, делать ее лучше. Какую профессию рассматриваете? Техническая. Инженер, что-то в этом духе. Гагаузские лицеисты 10 июня сдали экзамен по 4 иностранным языкам. 2 ученика сдали французский язык, 18 – немецкий, 31 – турецкий, и более 300 12-классников писали тест по английскому языку. И в продолжение темы панику на экзамене на степень бакалавра по английскому языку вызвало у учеников одно из заданий. Не совсем корректная формулировка может отобрать у написавших до 30 баллов и даже привести к провалу экзамена. В сети уже опубликовали петицию с просьбой засчитать верными все значения ключевого слова «but». Тема 3 имела запутанную и абстрактную формулировку. Тест рассчитан на ученика с средним уровнем. В школе все изучают перевод слов для достижения БАК с требованиями и выражениями, которые на самом деле на более высоких уровнях имеют другие значения. Столицу поняли около 90% учащихся, хотя слово «но» в данном контексте заменило слово «кроме». Для ясности мы хотим, чтобы вы выполнили тестовую статистику, а затем приняли оба варианта ответа – и город, и столицу на основе утвержденной шкалы и требований. Подписывают петицию выпускники со всей Республики Молдова. Их уже около 5000. Ученики оставляют комментарии, в которых обосновывают свою подпись. Я выполнил задание, написав про столицу Лондон. Я разочарован такой формулировкой цивилизации. Думаю, что, как и большинство других учеников, понял тему этого задания. Написать про англоязычный город, но про столицу.
Я выполнила задание верно, однако, наверное, минут 20 думала над его содержанием. И сейчас мне больно смотреть на расстроенных одноклассников, которые писали про Лондон. Надеюсь, что вы примете правильное и гуманное решение и засчитаете оба варианта. Подписываюсь из-за необоснованно сложной формулировки заданий на экзамене «Бакалавриат» по английскому языку в 12 классе в 2022 году. Задание сформулировать для уровня знания языка С. Школьная программа не рассчитана на этот уровень, соответственно, не имели права давать задания в такой формулировке. В пресс-службе Министерства образования Республики Молдова сообщили телеканалу СТВ, что о петиции знают, но официального ответа на нее еще нет. Позднее Минобразования сообщил, что тест соответствовал программе БАК, и условия третьей темы были корректно сформулированы. Тем не менее, в Министерстве пообещали пойти навстречу ученикам. Министерство образования и науки и Национальное агентство по куррикулуму и оценке всегда решало неясности в пользу ученика. Оценка на экзамене по английскому языку в рамках сессии БАК-2022 не будет исключением. Будут приняты ответы и в случаях, когда описывалась и столица страны, в которой говорят на английском. Экзамен по иностранному языку на степень бакалавра является обязательным для всех выпускников лицейского цикла обучения. Вне зависимости от профиля сдают этот экзамен ученики реального, гуманитарного, спортивного и профиля искусства.